Начнем с паводков. Первый доклад Куренкова Александра Вячеславовича. Мы вчера докладывали, мы с вами практически каждый день общаемся. Давайте, доложите, пожалуйста, на сегодняшний день, как ситуация выглядит. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, в ряде субъектов Российской Федерации складывается неблагоприятная обстановка, связанная с прохождением весеннего половодья. На сегодняшний день особого внимания требует ситуация в Оренбургской, Курганской и Тюменских областях. В Оренбургской области с определенной долей уверенности можно говорить о том, что волна паводка прошла города Орск и Оренбург. Сбросы с Ориклинского водохранилища стали в несколько раз меньше тех значений, которые были в конце марта, начале апреля. Уровень воды в названных мною городах хоть и находится выше опасных отметок, но мы отмечаем его устойчивое снижение. Волна паводка смещается вниз по течению реки Урал и приближается к селу Илек на границе с Казахстаном. Уровень воды здесь уже достиг отметки опасного явления. Заблаговременно силами территориальной подсистемы РСЧС был проведен комплекс превентивных мероприятий, береговые защитные сооружения были укреплены. На отдельных участках развернуты водоналивные дамбы. На сегодняшний день на территории Оренбургской области в 76 населенных пунктах и 45 СНТ остаются подтопленными более 15 тысяч жилых домов, почти 23 тысячи приусадебных участков и 26 низководных мостов. В 35 пунктах временного размещения населения находится 1031 человек, в том числе 203 ребенка. На всех объектах организовано дежурство медицинских работников, психологов, сотрудников МВД и Росгвардии. Люди получают горячее питание, юридическую помощь и всестороннюю поддержку. МЧС России совместно с органами власти субъекта организована работа по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и оказанию помощи пострадавшему населению. Проводится откачка воды, вывоз мусора и обезвреживание территорий. Обеззараживание территорий, формируются дополнительные насосные группы и резерв тепловых пушек для просушки домов. Организована работа по сбору, доставке и распределению гуманитарной помощи. Говоря об этом, прежде всего стоит поблагодарить всех неравнодушных людей, а также организации и даже целые субъекты Российской Федерации, которые не остались в стороне и в трудную минуту помогают тем, кто попал в беду. Продукты питания, бутылированная вода, одежда и предметы первой необходимости организованно доставляются в зону чрезвычайной ситуации и распределяются среди пострадавшего населения. Большую помощь в этой работе нам оказывают волонтеры и граждане, которые также заслуживают самых теплых слов благодарности. Следует отметить, что не все люди согласились переместиться в пункты временного размещения. Некоторые из них приняли решение проживать в машинах, палатках и затопленных домах, которые рассредоточены по всей зоне чрезвычайной ситуации, несмотря на то, что у нас есть возможность в любой момент разместить их в более достойных условиях. Особое внимание уделяется информационной работе с населением. Людям необходимо рассказывать о выплатах и других способах поддержки, которые они могут получить, о порядке действий по восстановлению документов, адресному получению гуманитарной помощи, вакцинации и многих других вопросов. Эта информация распространяется с помощью средств массовой информации, сети интернет, листовок и памяток. Работает телефон горячей линии, совершаются подворовые обходы и организованные встречи с населением. МЧС России в регион переброшены мобильные комплексы информирования и оповещения. Правительством Оренбургской области организована работа по выплатам материальной помощи пострадавшему населению, оказавшемуся в зоне чрезвычайной ситуации. Финансовую помощь уже получили 30 тысяч человек. По мере освобождения улиц от воды специальные комиссии приступают к оценке ущерба. График, а также районы их работы ежедневно уточняются, размещаются на официальных ресурсах и публикуются в социальных сетях. Я уже докладывал об этом, но считаю важным отметить еще раз. Большая часть заявлений по выплатам поданы через портал госуслуги. Этот механизм существенно упрощает весь процесс оказания помощи гражданам, сокращая срок поступления денег на счет заявителя. Такой результат достигнут в первую очередь благодаря заблаговременно принятым решениям о цифровизации данного процесса. Уважаемый Владимир Владимирович, 9 и 15 апреля в городе Орске состоялось заседание правительственной комиссии, в которой были выработаны дополнительные шаги по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Оренбургской области и меры по оказанию помощи пострадавшему населению.
Также субъектам Российской Федерации были даны поручения о проведении дополнительных превентивных мероприятий. Что касается Курганской области, здесь волна паводка подошла непосредственно к городу Кургану. В ближайшие дни мы ожидаем максимального уровня воды, который по прогнозам будет достигать 10 метров, что является историческим максимумом. В Курганской области количество пострадавших от паводков домов и объектов экономики значительно меньше. На сегодняшний день в 25 населенных пунктах подтопленными остаются более 600 жилых домов и 2000 дачных домов, свыше 3500 приусадебных участков, 5 низководных и 9 участков автомобильных дорог. Правительство Курганской области организована работа по выплатам материальной помощи пострадавшему населению, оказавшемуся в зоне чрезвычайной ситуации. Ситуация со сбросами воды из водохранилищ, которые влияют на формирование паводка в Курганской области, аналогично картине в Оренбургской области. Сейчас их значение в несколько раз меньше тех, которые отмечались в конце марта-начале апреля. Однако в случае одновременного сброса воды возможно ухудшение обстановки. С учетом этого в превентивных целях на территории Курганской области переброшена дополнительная группировка сил и средств МЧС России. Также заблаговременно эвакуировано почти 14 тысяч человек, в том числе почти 2000 детей. В этих целях развернуто 20 пунктов временного размещения вместимостью свыше 5000 мест. Правительство Курганской области организовано проведение превентивных мероприятий, направленных на защиту населенных пунктов. Что касается Тюменской области, то на сегодняшний день в 8 муниципальных образованиях подтопленными остаются 12 низководных мостов и 1 участок автомобильной дороги. Однако прогноз по этому субъекту неблагоприятный. При сохранении текущих значений сбросов из водохранилищ на территории Казахстана возможен наихудший сценарий развития обстановки. Вода в реках Ишим и Тобол может стремительно подняться до уровней опасных явлений. Прогнозируется затопление территорий жилых домов частного сектора в 94 населенных пунктах с населением свыше 31 тысячи человек. В районах, подверженных риску подтопления, развернуто 77 пунктов временного размещения населения общей вместимостью более 11 тысяч человек. На всей территории Тюменской области предусмотрено 402 пункта общей вместимостью более 85 тысяч человек. Уважаемый Владимир Владимирович, ситуация с паводками на территории Российской Федерации находится на особом контроле. Продолжаем работу. Доклад закончен. Хорошо. Ирак Анварович, я просил вас на месте оценить ситуацию, связанную с будущими восстановительными работами и с оценкой ущерба. Пожалуйста. Спасибо, Владимир Владимирович. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, действительно, как я докладывал позавчера, Владимир Владимирович, ситуация во взаимодействии с МЧС, с региональными властями в рамках совместной работы если то, что касается Оренбургской области, это сегодня уже ряд домов и социально-культурных объектов получили освобождение от воды, и мы совместно начали обследование. В результате, там, где вода сошла, на предмет восстановления жилья и жизнеобеспечивающей структуры. На сегодня была приостановлена в Оренбургской области в 20 населенных пунктах работа 135 объектов жилищно-коммунального хозяйства, 11 объектов образования, 10 объектов здравоохранения, 4 объектов спорта и 6 объектов культуры. Здесь создано в Оренбургской области 35 комиссий, которые оперативно уже сегодня обследовали более 1200 домов на предмет восстановления, утраты, утери, включая объекты и дачных товариществ. И здесь мы по мере освобождения от воды будем усилять рабочие группы для того, чтобы оперативно провести необходимую работу по обследованию. И здесь уже идет подключение электроэнергии. На 13 тысяч объектах и домовладениях подали газ сетевой. И в этой части, значит, действительно очень много работы, много техники, значит, даже счетчиков воды или газа
значит, нарушены, поэтому работу совместно с местными органами организованы. По Курганской области готовимся к этой работе. Совместно с губернатором идет подготовка комиссии, которая тоже оперативно по объектам, вот более 669 уже жилых домов, готовимся к обследованию. 2376 объектов дачной инфраструктуры, мостов, дорог. Значит, в этой части мы тоже отработаем, в том числе и по работе по защитным мероприятиям будущих периодов. Значит, по ИШИМу тоже в плотном взаимодействии с губернатором, с местными властями, с полномочным представителем по Уральскому округу Якушевым Владимиром Владимировичем совместно отрабатываем, тоже все территории посмотрели. Сегодня нахожусь в Томске, значит, тоже с утра мы проехали по территориям затопленным, да, 36 домов. Здесь не такая, конечно, ситуация напряженная, как в регионах выше описанных, но 18 домов сегодня остается подтопленными, есть объекты и жилищной инфраструктуры, 115 домов дачных подтопленных, 6 автомобильных дорог, то есть работа тоже оценивается, хотя здесь ЭЧС у нас объявлен только, значит, муниципальный. Но тоже все на контроле, поэтому все меры по Томску тоже адекватно приняты, четко отработала МЧС по эвакуации. Все-таки вот тяжело, даже в общей ситуации, когда мы видим, что вода идет, тяжело люди эвакуируются. Это и Александр Вячеславович тоже заметил. Значит, постоянная работа и полиции, и МЧС в этой части с властями организована. Владимир Владимирович, все под контролем. Продолжу работать так же, как договорились, поэтому, значит, буду докладывать по мере движения вперед и освобождения от воды. Спасибо. Установленным порядком нужно вовремя организовать работу по оценке ущерба. Вовремя. Только чтобы без пауз. Вода уходит, да. Сразу комиссии должны работать. С участием ваших специалистов. Спасибо. Давайте по регионам пройдем. Начнем с Оренбурга. Денис Владимирович, пожалуйста. Уважаемый Владимир Владимирович, добрый день. Оренбуржцы, во-первых, благодарят вас за поддержку, внимание правительства, МЧС и всех жителей нашей страны. Мы в постоянном контакте по всем направлениям в рамках работы правительственной комиссии. Паводка и процессы, как уже сказали, сместились вниз по течению в Илекский район. Там работы подготовительные мы провели. Сегодня фиксируем стабильную ситуацию с снижением уровня в крупнейших городах области Оренбурга и Орске. Первоочередной задачей 10 дней была для нас, конечно же, обеспечить безопасность, готовность ПВР, провести эвакуацию, ну и, конечно, принять все меры по жизнеустройству и оказать поддержку жителям. Сегодня эту работу мы продолжаем. На 17 апреля уже также было сказано, 30 тысяч человек уже получили выплаты, не только первоочередные, но и в связи с утратой имущества. Принято решение о выплатах почти еще 34 тысяч жителей. В территориях, которые освобождаются от паводка, работают комиссии по оценке ущерба, имущества и по оценке пригодности жилья к дальнейшему проживанию. Комиссия по оценке домов уже провели обследование более чем 1200 домов. Сейчас основной массив работы сосредоточен в Орске, где вода отступает от жилых домов. Ежедневно на основе данных облета коптера составляем карту высвобождаемых от воды территорий и выстраиваем график работы комплексно комиссии. Это комиссия по оценке ущерба, бригады по уборке, дезинфекции, ну, конечно же, соответственно, ресурсоснабжающие организации. Ну и график доводится на официальном сайте. К уборке мы подключили предприятия Восточного Оренбуржья, сформировали порядка 100 автономных бригад, общей численностью 500 человек, оснащенных техникой и оборудованием. Для дезинфекции есть все ДЭС-средства и специализированные машины. Обрабатываем как улицы и жилые дома, так и объекты социальной инфраструктуры. Проводим мероприятия совместно с Роспотребнадзором. Также выдаем ДЭС-средства жителям для дальнейшей обработки внутри домов и дворов. Работы по дезинфекции уже проведены на площади более 10 тысяч квадратных километров. Энергетики, газовики, водоканал максимально оперативно подключают жилой сектор. Подача уже электроэнергии возобновлена почти на 34 тысячам жителей. Газ вернулся более 13 тысяч жителей. Работы, конечно, работают в круглосуточном режиме бригады.
В Орске 35 водозаборных скважин, из 73 подача в город снижена по параметрам, но в ежедневном режиме, когда отходит вода, меняем, соответственно, глубинные насосы и стараемся подключить как можно быстрее воду в дома. Ну и уже сегодня приступили к ремонту дорожной инфраструктуры и трамвайных путей, которые пострадали. После этих первоочередных работ приступим к восстановлению жилья. Уже разрабатываем проекты типовых решений для застройки новых кварталов. Предложим жителям как возможность купить готовое жилье, так и самостоятельно построить дом. Ведем работу с землей. В пятницу примем соответствующий региональный закон, позволяющий предоставлять землю людям, утратившим жилье в результате ЧС в приоритетном порядке, бесплатно и без торгов. Владимир Владимирович, вы знаете, что регион промышленный, ну и, конечно, соответственно, мы производим большой объем, соответственно, строительных материалов. Сейчас уже сформировались соответствующие резервы. На контроле стоит вопрос цен. На этой неделе я провел совещание со всеми поставщиками этих ресурсов, работающими на рынке стройматериалов, вместе с ФАС и прокуратурой, для того, чтобы цены, соответственно, удержать. Ну и такая договоренность достигнута. Большой блок здравоохранения реализует. Прививаем жителей. Уже вакцинировано больше 33 тысяч. 11 тысяч из них 796 детей. При содействии Минздрава Российской Федерации из резервного фонда правительства выделено 120 тысяч доз. Ну и, конечно, эту работу, соответственно, мы продолжаем. С 15 апреля все школьники Орска начали учиться в очном формате. Ученики, оставшиеся в связи с ЧС без одежды и обуви, получают сертификаты на детскую одежду в размере 7 тысяч рублей. Бизнес. То же самое решение мы все закончим принимать на этой неделе. У нас пострадавших 1726 самозанятых и 1070, соответственно, субъектов МСП. Финансовую поддержку оказываем по направлению трудовой занятости, по субсидиям на возобновление предпринимательской деятельности. Это МСП с численностью до 5 человек, после 5 человек, соответственно, и самозанятым 100, 250 и 500. Налоговые льготы в пятницу примем законы по упрощенной системе налогообложения, по обнулению транспортного, земельного имущества, налога, попавшего в зону подтопления. Ну и, конечно, наполнили льготный, соответственно, фонд для кредитных оборотных средств под 1%. Я ежедневно встречаюсь с жителями, все их вопросы мы анализируем. Для коммуникации задействованы все ресурсы. В регионе запущен единый информационный портал, где аккумулирована вся информация по мерам поддержки для граждан и бизнеса. Сейчас проводим точные информационные кампании по работе комиссий, порядке выплат и другим вопросам. Работает горячая линия. В целом, паводковая ситуация и процессы еще максимальные активы, но мы приступаем к комплексу восстановительных работ по всем направлениям. Доклад окончен. Благодарю за внимание. Хорошо, спасибо. Курганская область. Владимир Михайлович, пожалуйста. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, с момента доклада от 11 апреля ситуация изменилась следующим образом. На данный момент в бассейне реки Тобол подтоплены оказались 25 населенных пунктов и 107 СНТ в 6 муниципальных округах, включая город Курган. Итого 669 жилых домов, 2376 дачных домов, 5 мостов и 9 участков автомобильных дорог. Наиболее сложная обстановка на сегодня складывается в Китовском муниципальном округе в городе Курган, где проходят пики паводков. Уровень реки Тобол в Кургане превысил на 80 сантиметров отметку опасного явления и достиг на сейчас 9 метров 27 сантиметров. Вода продолжает перебывать за последние сутки. Рост уровня составил более 1 метра 60 сантиметров. В селах Китовского муниципального округа, расположенных выше по течению, отметка уже превысила 11 метров 11 сантиметров. Превентивно и фактически с территории подтопления отселено более 14 300 граждан, в том числе 1833 ребенка. Работает 20 ПВР, в которых размещено 730 человек, из которых 316 детей. Все инвалиды маломобильные размещаются в центральных районных больницах. Работу по информированию и оповещению эвакуации граждан проводим непрерывно и круглосуточно. Работа штаба ведется открыто, с размещением в СМИ, соцсетях, фото, видео, текстовых материалов, с фактическим анализом ситуации с паводком, прогнозом, какие СНТ или населенные пункты имеют риск быть затопленными либо отрезанными. Даются текущие прогнозные данные с квадрокоптеров, анализ космосъемки. Мы считаем, что люди должны знать и понимать, что происходит, чтобы сопоставлять риски и помогать нам, отселяясь, подтапливаем в территории.
В Кургане сейчас наиболее напряженной точкой видим работу дамбы и гидроузла. Как и докладывал вам ранее, уровень дамбы, построенный в 1962 году и ремонтированный в 2012 году, составлял от 8 до 10 метров. В ходе последних 5 суток были проведены работы по наращиванию уровня до 11,5 метров и более на протяженности 17 километров, из которых 3 метра это грунт и укладка полумиллиона мешков с грунтом. Сейчас ведется круглосуточное окормление дамбы силами МЧС, а также под дамбой работают 20 аварийно-технических бригад на случай ее прорыва. Кроме того, ввиду затруднения работы аварийно-спасательной группы и экипажа скорой помощи, рекомендовано управлению Росавтодор ограничить транзит грузового транспорта по трассе Иртыш по отметкам 250 и 278 километров границы города Кургана. Организовано оказание финансовой помощи гражданам. От граждан на сегодня поступило 2613 заявлений, из которых 1960 заявлений поступило через госуслуги. Из этих заявок 1146 пока поступило с территорий, которые не являются подтопленными. По всем остальным отработка и финансирование ведется в рамках регламентных сроков. В населенных пунктах, где вода уже ушла, проводятся мероприятия по санации домов, колодцев, скважин. Осуществляется просушка домов. Сформированы команды для организации уборки территорий от мусора и оказания помощи гражданам в наведении порядка на их приусадебных участках. Привлечены волонтеры. Владимир Владимирович, КЧС и штаб работают круглосуточно. Все необходимые решения принимаются немедленно. К людям обращаемся через соцсети, СМИ, а также напрямую проводя сходы граждан. К инициативной работе с гражданами привлечены депутаты, лидеры общественного мнения, фонд «Защитники Отечества». Мы будем бороться за наших жителей, за город, за нормальную жизнь, используя для этого любую возможность. В конце, если позволите, 3 коротких предложения по ситуации. Первое. Просим ограничить действие дачной амнистии и мат-капитала по отношению к жилым объектам, возводимым на территории СНТ и ДНТ, располагаемых в подтопляемых территориях. Второе. Просим поручить коллегам в правительстве создать расчетную модель для спутников Роскосмоса с использованием 3D-моделирования по вместимости пойм и русел под паводка опасных рек через отметки длина, ширина и глубина, а также коэффициентов промерзания и впитываемости, чтобы получать конечные данные незамедлительно по объему воды, который поступает на территорию региона. И также просим поручить совместно с регионами подготовить карты потенциальных зон подтопления для всех крупных административных центров и населенных пунктов с указанием отметок уровня воды для постоянной готовности местных и федеральных сил и средств к отработке эвакуационно-спасательных мероприятий заранее. Доклад закончен. Спасибо. Спасибо за ваше предложение. Пожалуйста, Александр Викторович, Тюмень. Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги. По реке Тобол на территории Тюменской области по отметкам гидропостов вода пока не прибывает сильно, буквально 2-3 сантиметра, на некоторых даже убывает, но мы безусловно ждем волну, которая придет к нам из Курганской области в течение ближайших дней. Более динамично развивается ситуация на реке Ишим. В понедельник в 14:00 мы получили новый прогноз Росгидромета, который пересмотрел максимальные уровни воды прогнозные в сторону увеличения. И сегодня мы ожидаем примерно плюс 2 метра к историческим максимумам, которые были в 2017 году. Для нас 2 метра это много, потому что рельеф Тюменской области в районе реки Ишим достаточно плоский, и каждый сантиметр высоты дает большую площадь затопления. И мы за эти 2 дня отправили большое количество геодезистов и отстреляли все высоты по всем населенным пунктам. И получилось, что цифры на количество населенных пунктов, домов, которые попадут в зону подтопления, отличаются от тех цифр, которые я вам ранее докладывал. Поэтому цифры актуальные такие. Подвергнется подтоплению 101 населенный пункт вместо 51, по 6387 домовладений вместо 1840 семей и порядка 17,5 тысяч жителей, которые в этих домах проживают, вместо 7300, о которых я говорил. Сегодня вода активно прибывает в первом муниципалитете, который на границе с Казахстаном находится, это Казанский район. Гидропост Ильинка за прошлые сутки плюс 76 сантиметров. Сегодня уже 8 метров 90 сантиметров, это на 55 сантиметров выше исторического максимума. Прогнозная величина 10 метров. Учитывая, что у нас было очень мало времени, чтобы защитить главный населенный пункт, село Казанское, значит, мы, исходя из прошлого прогноза, повысили гребень дамбы до 9 метров 50 сантиметров, но поскольку прогноз 50,
активно ведем работу по укладыванию мешков, чтобы поднять уровень на 10-50 до 11 метров. Сегодня в ночь эту работу закончим. Вода поднимается, вода подошла к телу дамбы, потихонечку поднимается. Из зоны потопления люди эвакуированы, остались последние, самые увертки, но там сейчас активно работают бригады МЧС, полиции, органы местного управления. Мы всех людей оттуда эвакуируем и будем окарауливать эту дамбу. ПВР развернуты, Александр Вячеславович сказал про эти цифры, мы их увеличиваем количество. В целом у нас будет развернуто более 13 тысяч мест, при необходимости развернем больше. По факту люди, конечно, больше переезжают к родственникам. Вот сегодня, на утро было эвакуировано из зон потопления 797 человек, 466 поехали к родственникам, только 75 поехали в ПВР, 95 эвакуированы в медицинские учреждения и больше 150 человек в учреждения социальной защиты. Ведем активную работу с населением, встречи в тех муниципалитетах, а это Казанский район, Ишимский район, город Ишим, который первые встретит эту волну. Уже ведется активная эвакуация, заваливаем людей смс-ками, ездят машины, активно работают органы местного управления вместе с сотрудниками полиции и МЧС. Задача таким образом сделать, чтобы мы максимальное количество людей из зоны потенциального подтопления в ближайшие дни и даже часы эвакуировали. С Роспотребнадзором ведем контроль качества питьевой воды, поскольку вода поднимается достаточно высоко. С коллегами с федеральных структур взаимодействуем. Ждем большую воду. Спасибо. Да. Александр Ильич, я вам говорил, да, что она может быть выше, чем обычно. Помните? Да, и мы по вашему поручению как раз готовились плюс 2 метра, поэтому для нас это, с одной стороны, не стало неожиданностью, потому что мы эти уровни примерно для себя предполагали. Поэтому муниципалитеты, которые чуть ниже по течению, где у нас город Ишим особенно, мы уже поднимаем дамбы плюс 2 метра, просто от Казахстана до Казанского, который я так подробно рассказывал, совсем мало времени, поэтому здесь счет на часы. Успеем, будем, конечно, стараться максимально отстоять. Ладно. Вы сказали, что людей вывозим, остались самые упертые. Не надо так о людях говорить. Не надо. Владимир Ильич, извините. Не смешно. Нет, послушайте меня, не смешно. Я понимаю, что вы стараетесь, все устали, работаете, там, не досыпаете и искренне стараетесь людям помочь. Но люди почему не едут? Боятся за свое имущество, за свои дома. Но надо, чтобы поверили в то, что все будет надежно обеспечено. Хорошо, я хочу обратиться к коллегам из регионов. Есть ли что-то, может быть, что вы подзабыли сказать, но что считаете важным и с чем люди обращаются? Наиболее какие-то острые вопросы. Владимир Ильич, извините, еще про один объект, про который я вам докладывал, про федеральную трассу Р-402. Позвольте? Да, я помню, да, и что? Да, мы, если Александр Вячеславович нам оперативно выделил из резерва водоналивную дамбу 4 километра, мы в понедельник ее уже устанавливали, почти 800 метров установили, но поскольку прогноз пришел более высокий, мы ее воду слили, свернули, потому что она просто, вода через нее на метр перельется, поэтому мы будем дорогу федеральную, отсыпаем грунтом, первый слой уже прошли, второй закончим в пятницу, и поэтому эту наливную дамбу будем использовать для защиты населенных пунктов. Ну, правильно. Какая-то дополнительная помощь нужна, может быть, от правительства, от Министерства строительства? Спасибо, Владимир Ильич. Пока мы силы и средства усилили, у нас своих пока достаточно. При необходимости обязательно обратимся за поддержкой. Хорошо, спасибо. Спасибо большое. Всем коллегам из регионов хочу сказать спасибо. Я вижу, что вы напряженно работаете. И надеюсь, так и будет вплоть до решения вопросов, связанных с восстановлением инфраструктуры и жилья. Мы, знаете, что мы обязательно вернемся к этому. Безусловно, должны держать на контроле. Александр Валентинович Вячеславович мне докладывает почти каждый день, практически каждый день. Но чуть попозже, когда вода будет сходить, мы соберемся еще в более широком составе вместе с руководителями муниципалитетов и обсудим вопросы, связанные с восстановлением инфраструктуры и жилья. Там есть тонкие вопросы, мы к ним еще обязательно вернемся.
Михаил Альбертович, коллеги вот вспоминали про надзорные органы, про работу медицинских служб. Как вы оцениваете то, что сейчас происходит в зоне подтопления с медицинской точки зрения? Спасибо большое. Глубоко уважаемый Владимир Владимирович, на сегодняшний день самая такая напряженная работа, конечно, была в Оренбургской области. Я хочу поблагодарить всех своих коллег, поскольку действительно все мероприятия медицинские были организованы в срок. Нам пришлось в общей сложности 21 объект в 11 медицинских организациях системы здравоохранения эвакуировать. Сейчас, как уже сказал Ирак Анварович, мы восстанавливаем работу. Но пока самое главное нам, чтобы восстановили в том числе водоснабжение, поскольку хирургическая деятельность, обеспечение непосредственно всех санитарных норм в медицинских организациях является ключевым. Сегодня 41 прививочная бригада работает непосредственно в Оренбургской области. Каких-либо сложностей в оказании помощи нет. Направили в том числе специалистов, кардиологов, неврологов дополнительно в Орск по просьбе коллег для того, чтобы организовать консультативную помощь. Поэтому все работает штатно, в том числе на ПВРах. На всех медицинские работники работают. По Курганской области здесь готовы дополнительно, в том числе и бригады скорой помощи развернуть. Подготовили все медицинские службы к оказанию помощи, в том числе в случае эвакуации. Дополнительно подготовили бригады по вакцинации. В общей сложности сегодня все вакцины на территории всех субъектов присутствуют. Каких-либо дополнительных вопросов нет. Ежедневно практически проводим встречи со своими визави в субъектах, поэтому вся работа организована. Плюс дополнительно сделали круглосуточный режим, горячую линию по психологической помощи 122, поэтому обращение есть. Все отрабатываем в штатном режиме. Спасибо. Специалистов там хватает, да? Так я понимаю. Да, хватает специалистов, поскольку пришлось вот по Оренбургской области эвакуировать медицинские организации, соответственно, поменяли маршруты по маршрутизации пациентов с экстренными состояниями, по плановой помощи, в том числе по родовспомогательным учреждениям. Мы с вами разговаривали, все это было учтено, и вся помощь оказывается в полном объеме. Поэтому каких-либо, говорю еще раз, дополнительных ресурсов не нужно, все отрабатываем и плюс занимаемся оценкой ущерба для медицинских организаций, ну, в частности, по Оренбургской области. Предварительные расчеты есть, но вот как вода будет дальше отступать, соответственно, финализируем все эти расчеты. И в Кургане, в Кургане еще есть готовность в том числе защите медицинского оборудования. Просчитали в том числе возможные риски по медицинским организациям, поскольку у нас дорогостоящее оборудование, тяжелое, оно находится, как правило, на первых этажах, то провели еще комплекс мероприятий по защите этого дорогостоящего оборудования от паводка. Поэтому все делаем в штатном режиме. Там хватает, и это очень хорошо, слава богу, но в целом в системе не хватает. Я знаю, что за последние 5 лет на 20% примерно выросло количество студентов в колледжах и медвузах. Как в целом ситуация обстоит по подготовке кадров? Да, подготовка медицинских специалистов для нас, Владимир Владимирович, это такой самый эффективный инструмент пополнения кадровых служб. И мы видим за 2023 год положительный баланс в системе по обеспечению врачами плюс 10 тысяч человек. Это очень хорошие результаты. За последние 5 лет контрольные цифры приема на первый курс в вузы по бюджетным местам увеличены на 21,5%. Это более 34 тысяч мест в 2024 году. Ну и распределение мест в первую очередь направляем те вузы, которые обеспечивают регионы с наиболее сложной кадровой ситуацией.
Ну и по программам ординатуры также увеличили количество мест на 19%, 19 700 мест, причем эффективный механизм используем сегодня, это целевой прием. Мы, наверное, вот в отраслях во всех лидеры по данному направлению, 76% от общего количества бюджетных мест – это именно целевой прием. А по специальностям в ординатуре это по 54 в наиболее востребованным специальностям это 100% бюджетных мест. Но и активно сегодня используется механизм в школьном предпрофессиональном образовании. Это и предуниверсарии, и медицинские классы. Хочу сказать, что успеваемость у детей, которые прошли вот эти предуниверсарии и специализированные классы, выше. И, соответственно, мотивация для получения этого образования медицинского значительно выше. Ну и еще хочу отметить, что, конечно же, в формате подготовки специалистов мы по вашему поручению реализовали внесение в законодательство. С 1 апреля вступил в силу приказ Министерства здравоохранения о допуске ординаторов второго обучения к работе в медицинских учреждениях на должностях врачей. И ожидаем, что в этом году уже 10-12 таких специалистов будут работать под курацией опытных врачей по направлениям своего обучения. Это такой уже практикоориентированный подход, он у нас в целом реализуется в системе здравоохранения. Ну и еще одно такое важное направление. Мы упоминали, что у нас сегодня большое количество медицинской техники, сложной работает, и разработка идет медицинских изделий, как имплантируемых, так и активных. Сегодня в подведомственных Министерству здравоохранения медицинских вузах созданы и функционируют передовые инженерные школы. И там мы готовим уже специалистов, которые в том числе могут работать в этом направлении. Ну и немаловажная роль – это волонтерство медицинское. Сегодня действует более 280 волонтерских отрядов. Это и в вузах, и в колледжах. И за последние 5 лет добровольцы провели свыше 44 тысяч профилактических и просветительских мероприятий, в том числе по инициативе «Добро в село». И общий охват составил по всем волонтерским программам больше 36 миллионов человек. Особое внимание мы уделяем и дистанционному образованию. Надо сказать, что именно интернет-портал непрерывного медицинского образования нас очень сильно выручил в период ковида, потому что доведение информации через этот ресурс было мгновенным. Более 2 миллионов специалистов прошли одномоментно практически образовательные курсы, и сегодня мы это также используем в нашей повседневной практике. И хочу отметить, что роль среднего звена сегодня сложно недооценить. Это просто колоссальный ресурс в нашей системе здравоохранения. Сегодня в 65 тысячах учреждений, в 410 образовательных учреждениях сегодня учатся почти 140 тысяч первокурсников, из них практически 70% это бюджетные места. Надо сказать, что востребованность и желание поступить в колледжи медицинские в последние годы просто колоссальны. В большинстве из них балл при поступлении свыше 4,5 и по пятибалльной системе. Поэтому мы видим, что востребованность велика, и сейчас, проводя работу с ректорами медицинских вузов, мы приняли решение закрепить курацию ректоров высших учебных заведений за медицинскими колледжами для, в том числе, внедрения современных практик подготовки специалистов. Ну и, конечно же, научное направление сегодня это получил большой толчок с внедрением государственных программ. Это и приоритет 2030, и профессионалитет. Все это сильно укрепило вузы, но хочу сказать, что результатом стало такого признания изменения медицинского образования – это рост иностранных студентов в медицинских вузах сегодня. Это более 75 тысяч студентов из почти 150 стран, которые сегодня получают образование в России. И, конечно же, видим, что интерес возрастает практически каждую неделю, получаем те или иные запросы по развитию. Здесь нам приходится адаптироваться, разные страны предъявляют
ну, так скажем, свои особенности по подготовке, по оформлению юридическому документов, поэтому нам нужно быть пластичней и, конечно же, это направление не терять, поскольку востребованность действительно очень высока. Ну и наши медицинские базы, где идет практическая подготовка, сегодня позволяют обеспечить самый высокий уровень подготовки всем современным технологиям, которые используются в медицине. Поэтому все поручения, которые даны по данному направлению, выполняются. Ну и видим, что развитие медицинского образования – это приоритет должен оставаться в нашей работе. Спасибо. Хорошо, спасибо большое. Мы сейчас говорили о восстановлении жилья, инфраструктуры, применительно к пострадавшим от наводнения регионам, но в целом работа по развитию инфраструктуры продолжается, она такая многоплановая. Одно из новых направлений – это расширение социальной газификации. Александр Валентинович, что у нас здесь происходит? Спасибо большое, уважаемый Владимир Владимирович, коллеги. Владимир, для исполнения вашего поручения во время послания Федеральному собранию, где вы дали поручение распространить мероприятия по социальной догазификации на садовые товарищества, расположенные в границах газифицированных населенных пунктов. Работа соответствующая организована правительством Российской Федерации совместно с регионами, с «Газпромом», с региональными операторами газоснабжения. И по предварительной оценке, которая была проведена совместно, количество таких СНТ составляет на сегодня около 22 тысяч в населенных пунктах газифицированных, а количество домовладений, которые потенциально могут подключиться к газу, в них составляет порядка 1,5 миллионов. А какие домовладения? А это именно домовладения, Владимир Владимирович, которые, мы считаем, относятся к объектам капитального строительства, то есть жилые дома, в которых люди проводят долгое время и живут практически там. И для выработки механизма догазификации и критериев, в соответствии также с вашим поручением, какие именно домовладения и садовые товарищества попадают, мы провели консультации с регионами и общественными объединениями садоводов и дачников, с депутатами, сенаторами Федерального собрания. Мы подготовили по результатам этих консультаций изменения в нормативно-правовую базу, в которой определены следующие критерии включения, соответственно, домовладений и возможности подачи заявок. То есть это 3 главных критерия. Домовладения должны быть предназначены для постоянного проживания. Земельные участки и жилые дома должны быть зарегистрированы, то есть владельцы должны иметь право собственности на эти объекты. И 3-й критерий для того, чтобы осуществлять работы по прокладке сетей на территории садоводческих товариществ, потребуется решение общего собрания членов СНТ для того, чтобы предоставить земельные участки общего пользования для размещения газопроводной инфраструктуры на территории СНТ. Для упрощения и ускорения процесса Росреестр совместно с Министерством энергетики и Союзом садоводов России подготовили такой проект типового протокола общего собрания СНТ. Он должен необходимые решения для проведения работ догазификации. И на федеральном штабе, который мы проводим в постоянном режиме, региональным и муниципальным властям совместно с представителями газораспределительных организаций поручено организовать личные встречи с председателями и жителями садовых товариществ. Это муниципалитеты должны сделать в рамках комиссии. Такую же работу провести, как проводили во время начала работы по социальной газификации по обычным домовладениям. Также необходимо провести в кратчайшие сроки опросы граждан на предмет желания подключиться к газовым сетям, то есть провести такие подомовые обходы, провести информационную кампанию и информировать жителей об обязательной необходимости и условиях участия в социальной газификации СНТ, оказать поддержку, если необходимо, в регистрации участков и домов, довести до имеющих право на догазификацию СНТ типовой проект решения, о котором я сказал, и, что немаловажно, организовать саму работу по проведению общих собраний членов СНТ. Это тоже такой достаточно
большой объем работы. Кроме этого, Владимир Ильич, мы поручили определить сроки и составить планы и графики, согласовать их с единым оператором газификации, для того, чтобы члены товариществ садоводческих уже знали, в какие сроки будут иметь возможность газифицировать их СНТ. Фактически эта работа уже начата, и ожидаем, что регионы до 1 июля должны завершить вот ту работу, которую мы сегодня на штабном уровне поставили им задачи. И здесь просим вашей поддержки тоже, Владимир Владимирович, дать поручение губернаторам, чтобы они до 1 июля завершили соответствующую работу. В целях исполнения вашего поручения, о чем я сказал, что подготовлены нормативные правовые изменения в законодательство. Вчера буквально председатель правительства Михаил Владимирович Мишустин подписал постановление по дегазификации СНТ, расположенных в границах населенных пунктов. Оно сегодня опубликовано и фактически с момента опубликования сегодня вступает в силу. Таким образом, граждане, проживающие в СНТ, в газифицированных населенных пунктах, уже с сегодняшнего дня имеют возможность подавать заявки в газораспределительные организации. Ну, соответствующая работа также организована на уровне регионов. По вашему поручению региональные штабы возглавляют губернаторы по проведению социальной догазификации. Ведется разъяснительная работа и мониторинг ситуации на местах. Хотел бы отметить, что «Газпром» мобилизовал более 600 подрядных организаций, около 30 тысяч человек, более 4 тысяч единиц техники для проведения работ по догазификации. И это и домовладения, которые в газифицированных населенных пунктах, и СНТ, соответственно. В этом году «Газпром» выделил беспрецедентные деньги на догазификацию, 270 миллиардов рублей. Вот, и в принципе финансирование есть. На общую социальную догазификацию заключены договора были уже на 260 миллиардов рублей, из них 160 миллиардов уже было профинансировано. Владимир Ильич, если позволите, буквально несколько цифр я скажу по социальной газификации, которая продолжается также по вашему поручению уже последние 2 года. На сегодняшний день подано заявок 1 650 000 и заключено 1 200 000 договоров. Построена газопроводной инфраструктуры до границ земельных участков домовладелей 935 000. Это 78% от заключенных договоров, и мы здесь внимательно следим, чтобы этот уровень постоянно повышался. Техническая возможность в целом создана для 1 200 000 домовладений. Это означает, что не только по заявкам работает наше ГРО, но и в целом, если ведут газопровод вдоль улицы, создается техническая возможность при наличии поступления новой заявки фактически делать врезку и обеспечивать быстро догазификацию. И, соответственно, газ пущен в 554 000 уже непосредственно домовладений. Я хотел бы отметить регионы-лидеры. Вот на сегодня по количеству, по качеству проведения работ это Московская область, Чеченская республика, Липецкая, Волгоградская, Ростовская область, Оренбургская область, а также Республика Башкортостан. На этот год у нас планы, в общем-то, дополнительно в соответствии с планами и графиками догазифицировать порядка 300 000 домовладений. И будут на сегодняшний день продолжают действовать возможности подачи заявок различными способами, возможностями. Хотел бы отметить, что наиболее популярные способы – это сайт единого оператора газоснабжения. Граждане подают заявки в основном порядка 50% от общих заявок через сайт «Газпрома», через офисы газораспределительных организаций, а также через сайт госуслуги. И несколько слов вот по мерам социальной поддержки. Также регионы активно внедрили меры поддержки для того, чтобы иметь возможность внутри участка прокладывать газопроводную инфраструктуру, также газоиспользующее оборудование покупать. А за 3 года выделили около 12,5 миллиардов рублей регионы, и порядка 30 категорий граждан обеспечивается мерами поддержки. Правительством также из резервного фонда в прошлом году было выделено 961 миллион рублей для поддержки регионов, в основном дотационных, это 54 региона. В этом году будет выделено также 1 миллиард рублей для поддержки регионов в этом направлении. Владимир Ильич, работа будет
продолжена, она у нас реализуется в штабном порядке, будем докладывать результат. Спасибо. Хорошо. Спасибо большое. Думаю, что все в срок сделаем и с нужным качеством. Хорошо, спасибо большое. Юрий Иванович, расскажите, пожалуйста, про Ангару опять и про перспективы этого семейства. Уважаемые коллеги, уважаемый Владимир Владимирович, 9 апреля по вашему поручению мы начали летно-конструкторские испытания ракетоносителя тяжелого класса «Ангара-А5» на вновь построенном стартовом комплексе космодрома «Восточный». Испытания призваны устранить все неизбежно возникающие неполадки, которые всегда возникают при первом старте, и отработать все необходимые эксплуатационные параметры. Как вы знаете, дважды, 9 и 10 апреля, автоматика прерывала стартовую процедуру, и боевому расчету вместе с инженерами и конструкторами приходилось отыскивать неисправность. Боевой расчет сработал четко, грамотно, хладнокровно и заслуживает всяческой похвалы. 11 апреля в 12 часов по московскому времени ракета стартовала, выполнила все поставленные задачи, так же, как и разгонный блок «Орион», созданный ракетно-космической корпорацией РКК «Энергия» для выведения космических аппаратов на различные целевые орбиты, вплоть до геостационарной на высоте 36 тысяч километров от Земли. Это был всего 4-й пуск за 10 лет «Ангары», 3 до этого мы пускали с Плесецка, это был первый пуск с космодрома «Восточный». Надо отметить, что ракета только начинает набирать свой потенциал, но для нас уже очевидно, что у нее очень хорошие перспективы. Мы связываем большие надежды с «Ангарой» на космодроме «Восточный», и она признана заменить тяжелый ракет-носитель «Протон-М», перед которой у нее есть ряд неоспоримых преимуществ. Во-первых, мы перестаем зависеть от геополитических обстоятельств, имея возможность запускать тяжелые ракеты со своей территории с 2 стартовых столов в Плесецке и на Восточном. Тогда как стартовый комплекс «Протона-М» у нас расположен в Казахстане на Байконуре. Во-вторых, двигатель «Ангары» опять используют гораздо более экологичный керосин, а не гептил, как это на «Протоне-М». И в-третьих, «Ангара» имеет большую грузоподъемность и существенный потенциал для развития. Сегодня семейство ракет «Ангара», которые были разработаны и производятся центром Хруничева, включают 2 версии. Легкая «Ангара», «Ангара-1-2» – это двухступенчатая ракета на базе универсального ракетного модуля и обеспечивает выведение не менее 3,5 тонн на низкую круговую орбиту, это 200 километров, и не менее 2,4 тонн на синхронно-солнечную орбиту, это 835 километров. «Ангара-А5» – трехступенчатая ракета-носитель тяжелого класса. Ее модули максимально унифицированы с «Ангарой-1-2», и если «Протон» с Байконура позволяет выводить около 23 тонн на низкую орбиту, то тяжелая «Ангара» с Восточного в нынешнем исполнении не менее 24,5. Уже сейчас по заказу госкорпорации «Роскосмос» создается модернизированная «Ангара А5М» с более мощным маршевым двигателем РД-191М. Мы, кстати, совсем недавно завершили огневые испытания и подтвердили все заявленные характеристики этого двигателя. У него увеличенная тяга на 10%. Обновленная система управления, навигационная аппаратура, бортовая система видеоконтроля, а также применяются новейшие решения для облегчения конструкции ракеты. Это позволит увеличить массу выводимой полезной нагрузки до 27 тонн. Модернизированная «Ангара» создается с возможностью запусков пилотируемых кораблей. Она должна стать основным средством выведения на целевые орбиты пилотируемого транспортного корабля нового поколения и модулей, создаваемой российской орбитальной станцией. Первый пуск этой ракеты в 2027 году. Он будет совмещен с комплексными испытаниями нового корабля в беспилотном варианте, и это будет наш следующий пуск «Ангары» с Восточного. Еще одна перспективная модификация этой ракеты – «Ангара А5В» с кислородно-водородной 3-й ступенью, обеспечивающей выведение полезных нагрузок массой до 38 тонн на низкую околоземную орбиту. В будущем этот ракетоноситель планируется к использованию для отправки автоматических межпланетных станций и аппаратов для исследования Солнечной системы и дальнего космоса. При условии продолжения финансирования работ
в достаточном объеме. Летные испытания этого ракет-носителя планируются в 2030 году. Отдельно остановлюсь на легкой ангаре. Учитывая мировую тенденцию к созданию группировок малых космических аппаратов и рост потребностей в ракетах легкого класса, Роскосмос запланировал и включил в проект Федеральной космической программы России на 26-28 года проведение мероприятий по доработке комплекса для пусков ракет «Ангара-1-2» с космодрома «Восточный». Отмечу, что все эти работы предусматривают и дальнейшее развитие инфраструктуры космодрома «Восточный», включая создание нового монтажно-испытательного корпуса, инфраструктуры для обеспечения применения водорода в качестве компонентов ракетного топлива и инфраструктуры для реализации пилотируемых программ. Благодарю за внимание. Да. Юрий Иванович, нам для сверхтяжелой ракеты нужно еще один стол построить. Так точно, Владимир Ильич. Будем планировать и строить его на Восточном. Теперь это основной наш космодром, и он активно развивается по вашему поручению. Строители не подводят, хорошо строят, мы довольны. Значит, после старта практически даже краска не облупилась. Мы проходили, посмотрели стартовый стол в очень хорошем состоянии, поэтому строителям огромное спасибо за их труд. Спасибо, согласен. Нужно все сдавать и оформлять документы. Тут нечего бояться. Все работает, все нормально. Документы надо оформить. Пусть ничего не боятся, пусть делают. Ладно? Хорошо? Значит, на контроле вместе с Генеральной прокуратурой и с зампредседателем правительства Хуснуллиным мы постоянно занимаемся этой проблемой. Надо довести до конца. Все ясно. С документами, просто с этими бумагами, с огромным количеством, их нужно разобраться, и все. Надо сделать это. Ладно? Вы правы, Владимир Ильич, вы правы. Хорошо. 99% строительная готовность, а сдано 40%. Да. Давайте закончить. Я понимаю, в чем дело. Понимаю. Нечего бояться, надо оформляться и вперед. Пусть там уже не 99, там 100 все. Пусть заканчивают оформление, бумаги пусть делают. Ладно? Давайте, пожалуйста, о отечественном программном обеспечении в секторах экономики.